Женис Порфирьевич, вы не могли бы прокомментировать, почему вы решили подать в отставку? У меня очень неплохие, нехорошие, семейные положения, семейные обстоятельства. Нужно заняться семейными вопросами, нужно заняться вопросами своего здоровья, поэтому решил подать в отставку. А получается, вы 30 лет проработали? Я вот в 90-м году я закончил институт, и с тех пор без отпуска, в принципе, работаю всю свою жизнь. Женис Порфирьевич, я хотела узнать у вас насчет объяснительной, касаемо СИЗО ГКМБ Таджикистана. Вы не могли бы прокомментировать это объяснительное? Ну, там про СИЗО, там в моей объяснительной ничего нету, по-моему. Там был задержан совершенно другой человек, который был рядом со мной. И мне пришлось, в общем, его вытаскивать, грубо говоря. Она объяснительная же есть, она распространена в средствах массовой информации. Наверное, прочитали полностью? Женис Порфирьевич, скажите относительно дела, да? Какого дела? Насколько нам известно, вы являетесь заявителем, да? Что стало причиной вашего заявления? Можете как-то... Ну, смотрите, на момент моего заявления еще не было известно, кто это все делает. Смотрите, в 2014 году вышло в интернет-пространстве вот такое вот сообщение. Я посоветовался, мне сказали, лучше там не связываться с этим делом, не реагировать. В 2016 году, в следующий раз, когда я уже был вице-премьером, аналогичная информация вышла, тоже посоветовали, сказали, что ничего не нужно делать. В 2019 прошлом году, в марте, когда очередной конфликт был на границе, опять поднялась вот эта тема, что Разахов агент Таджикистана и так далее, так далее. Тогда когда пришел этот вопрос, поднялся в парламенте, а потом это вышла статья в этом газете «Азия Ньюс». «Азия Ньюс» вышла газета, но она совсем такая вот топорная газета, топорная статья, честно говоря. Здесь уже это было решение моих всех родственников, моих всех близких, что нужно обращаться в суд и ставить на эту точку. Параллельно, когда уже вышла газета, я помню, после статьи, которая именно была распечатана обо мне в газете «Азия Ньюс», значит, с Азаттыха, как их называют, корреспонденты, да, Азаттых, они провели такой пресс-опрос, то есть разных людей опросили, и там редактор газеты, Арслан Сатпаев, если не ошибаюсь, он сказал, что эту информацию, что я агент Таджикистана, он взял с надежных источников, с очень надежных источников. Поэтому я решил обратиться в правоохранительные органы, чтобы они провели соответствующее расследование и нашли эти надежные источники. И вот расследование, чем закончилось, вы уже знаете. Примерно. Охранам жоқ менде. Ким? Охранам жоқ менде. Адвокаттарым бар. Адвокаттарым бар. Охранам жоқ. Маған не керегі бар охранам? Мен потерпевший болсам бұл жерде. Ештеңеден қорықпаймыз, Құдайға шүкір. Женис Порфирьевич, скажите, а ранее между вами и Курсан Сатаровичем были какие-то разногласия? Вот это самое обидное, что, как говорится, это чистейший нож в спину. Нож в спину. Между нами и Курсан Сатаровичем никогда никаких трений, никаких, так сказать, каких-то взаимных претензий, никаких таких деловых отношений или денежных отношений, ничего такого не было. Это чисто какой-то вот, мне очень трудно объяснить эту его позицию. Наверное, об этом лучше у него самого спросить, почему вы так сделали. Я тоже хочу на этот вопрос услышать ответ. А вы можете рассказать какие-то подробности уголовного дела, то есть как конкретно распространилась эта информация, и как следствие вышло, что это именно Курсан? Нет, я думаю, что в ходе судебного рассмотрения все эти моменты вы узнаете. И единственное для меня было непонятным, как объяснительная, эта служебная бумага, она вышла в газету.
Вот это для меня было интересно. А как она вышла в итоге? Ну, это уже кто это вывел, эту газету, вот вы услышите от Курсан Асанова. Я как потерпевшая сторона, я тоже на этот вопрос хочу получить ответ.